Профессор Жирков, по результатам своей экспедиции в начале XIX века по Нагорному Дагестану, пишет: аварский язык – главный язык всей области, международный язык всех западных дагестанских племен. В аулах Андийского округа, например в Ботлихе, где имеются свои местные диалекты, начиная с 5-7 лет всякий мальчик и всякая девочка выучивается в совершенстве, кроме родного диалекта, непременно выученный аварскому языку. Так что вы не найдете ни одного взрослого человека, который не знал бы по-аварски. И вот мы видим, что во всем этом районе поются песни, кроме, может быть, колыбельных, исключительно на аварском языке. Изредка среди андийцев попадаются импровизаторы, способные сочинять стихи и на аварском языке и на родном диалекте. Назвав эти факты, мы перечислили, вероятно, все исключения. Вся же масса племен поет только по-аварски. Если какая-нибудь женщина не умеет по-аварски говорить, она, конечно, знает аварскую песню и умеет по-аварски петь. Такое положение существовало в прошлом, существует на и нынешний день. Андийцы пели общеаварские героические песни, практически не сложили произведений на своем диалекте, а если таковые создавались изредка, то они не выходили за узколокальные границы. Здесь стоит упомянуть, что те же андийцы создали ряд поэтических произведений, героических песен на аварском языке, так что общеаварские героические песни являлись и собственно андийским культурным достоянием, поскольку создавалось оно с их активным участием. В то же время влияние аварской языковой культуры в бассейне реки Андиор было повсеместным. Как пишет известный этнограф Агларов, андийцы не только широко использовали авароязычную поэтическую и устную литературу, но одновременно и создавали ее, будучи не только объектами культурного влияния Балмаца, но и субъектами его расширения. К примеру, по свидетельству автора XIX века Абдурахмана Газикум-Мухского, жители чеченского региона Чеберлой знали аварский язык, поскольку общались с андийцами.